Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова Карина. И сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему: стоит ли расставаться с загаданным человеком. Мы с вами проанализируем ваш союз и посмотрим, остаться в отношениях или лучше расстаться. И гадать я буду на Таро Золотого Колеса. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мои дорогие, первая карта покажет, как выглядит сейчас ситуация. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали свою позицию. Итак, как сейчас выглядит ситуация для высших сил, для вас, для, так скажем, вообще сама по себе, да, для вашего партнера. То есть мы посмотрим именно вот реально, что происходит, да. Итак, первая позиция — белый бульдог, вторая позиция — черный бульдог, третья позиция — серо-коричневый бульдог. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, стоит ли расставаться? Итак, первая позиция — белый бульдог. Как выглядит ситуация прямо сейчас в ваших отношениях? Ну, здесь мы видим карту отшельник. Отшельник показывает, что, по крайней мере, один из вас в отношениях очень пассивный. Его тяготят чувства сами по себе. Причем чувства у этого человека явно есть. В отношениях царит пауза, одиночество, нежелание что бы то ни было делать. Потом, значит, карта показывает, допустим, если союз мужчина и женщина, да, мужчина может лежать на диване, задравши ноги, попивая пиво, да, ничего не делая вообще дома. Если это отношения, когда люди встречаются, один так идет навстречу нехотя или совсем отказывается от встречи, а второй хочет с ним встречаться, общаться, да. То есть вот это и про женщину может быть отшельник. Она ничего не хочет больше. У нее полностью отсутствует желание делать что-то для мужчины. Вот. И она может заниматься любыми другими делами, но ей не хочется вкладывать энергию в отношения. То есть это может быть со стороны любого из вас. Однако один явно в отношениях очень пассивный, а второй может, хотеть отношений, но страдает все-таки из-за этого, да. Отшельник очень часто показывает связи, где один из людей имеет чувства, и второй тоже, да, но один тяготится этими чувствами настолько, вот, что ему не хочется зависеть ни от кого, ни от чего, зависеть от человека, да, морально, а хочется вот внутренней свободы, чтобы его чувства не ставили в условия. Понимаете, бывают такие вот, как сказать, люди, которым хочется развиваться вот как-то духовно, или, допустим, хочется как-то обновить свою жизнь, или у человека депрессия, и буквально любовь к кому-то может очень тяготить. Хорошо. Чего вы хотите для себя в этом союзе и в жизни вообще, в принципе, да? Вы хотите 15-го аркана для себя, вы хотите вот каким-то, не знаю, чудесным образом. Вот как здесь, да, это и ночь на Ивана Купала, и мужик отрезает цветок папоротника. И вот вы также хотите волшебным образом исполнять свои желания. Вы хотите, чтобы вот раз и какая-то вот таблетка панацея, да, что-то изменило ваши отношения, что-то их резко улучшило. Вы хотите полностью, чтобы вот по волшебству, по мановению волшебной палочки все поменялось. Вот это и именно вы очень хотите. Чтобы что-то в вашей жизни произошло вот как-то вот как, как магия какая-то, да. Что говорит в пользу расставания? Именно в пользу расставания говорит умеренность. Почему? Потому что если вы расстаетесь с этим человеком, потихоньку вы успокоитесь, придете в себя, и у вас появится внутренняя гармония, вы будете заниматься своими делами, у вас не будет каких-то коллапсов в жизни, вам просто станет на душе хорошо, спокойно, приятно, без нагрузки вот такой вот, что кто-то вас тянет там, не знаю, вниз, или кто-то очень сильно напрягает, или вообще напрягает вся ситуация. То есть вы буквально получите, умеренность всегда говорит, да, получите исцеление внутреннее. То есть постепенно ваша жизнь придет в норму, если вы расстанетесь.
Если вы сохраните союз, что говорит в пользу? В пользу сохранения союза показывает повешенный. О чем говорит повешенная карта, да? О том, что мы отрабатываем негативную карму, причем очень смиренно. То есть в пользу союза стоит то, что вы в этой жизни отработаете свою негативную карму, страдая в этих отношениях. Вот понимаете как? Вот даже до такой степени. Вы будете жертвой этих отношений. И вы будете облегчать свою жизнь, свою следующую жизнь с помощью вот отработки. Повешенный принимает все как должное. Ну вот, идут мне испытания, я их принимаю. Я принимаю, потому что я вот считаю, что да, мне они положены, я должен их пережить. Понимаете? И вот в пользу этого союза говорит, что да, вы отрабатываете часть своей негативной кармы. Что следует сделать, чтобы стать счастливее? Жрица. У вас одни старшие арканы, у вас очень важная ситуация вот сейчас в жизни. Вы реально можете поменять свою судьбу. И жрица, она такая ведьма, да, она беспокоится о себе. Ведьма или, если вы мужчина, ведьмак. То есть, если вы мужчина, вам нужно найти мистическую женщину, другую, с которой вам будет реально прикольно, хорошо. Если вы женщина, она заботится о себе, жрица. О себе любимой, понимаете? Живите, как вы хотите. Вот что нужно, чтобы быть счастливее. А у вас получается, что вы реально повешенный пока, да, в союзе в этом. Только жертвой являетесь. Окончательный результат. Что произойдет в ближайшие полгода? Да, вы все-таки выйдете из этого союза. Вот впервые такое вижу. Очень редко бывает. Вот, да, чтобы аж 6 вот все, да, на любовный расклад, и только старшие арканы падали, и вот как будто других карт в колоде нет. Понимаете? То есть у вас реально меняется сейчас судьба и выбор за вами. Карты показывают, что лучше расстаться, потому что, да, в ближайшие полгода лучше расстаться, иначе, ну, аж смысл вот быть этой жертвой. Негативную карму вы можете отработать и с помощью других вещей, например, благотворительности, помощи людям, любви к ближнему, допустим, да, какой-то аскезы или еще что-то. Не обязательно через негативные союзы отрабатывать негативную карму, товарищи, не обязательно. Поэтому здесь первая позиция – расставаться стоит. Стоит расставаться. Стоит, если вы чувствуете связь с этой позицией, стоит расставаться. Итак, мы переходим к позиции номер 2. Черный бульдог. И первая карта – это как выглядит ситуация в союзе на настоящий момент. Паж мечей. Ну, смотрите, паж мечей – это союз с врединой. Ну, то есть один из вас явно колючий, вредный, недоверчивый, постоянно грубит, делает какие-то гадости. И почему так произошло? Скорее всего, в прошлом были очень сильные испытания. У такого человека тяжелая судьба, тяжелое детство, не знаю, там деревянные игрушки, прибитые к полу или к потолку. В общем, какие-то испытания закалили человека и сделали его, ну, просто несносным в характере, потому что никому не доверяет и не может расслабиться в присутствии других людей. Он как холодная такая льдышка, колючка, не знаю. И каждый раз подкатывать к такому человеку и пытаться найти с ним общий язык очень трудно. Ну, правда, очень трудно. Он постоянно подозрительный, этот человек, ревнивый. Это можете быть и вы. Поэтому вам лучше анализировать вот со своей стороны вашу ситуацию, да. То есть подумайте, кто это из вас, вы или тот человек, на которого вы гадаете. Чего вы хотите для себя? Рыцарь колес. Вы хотите как раз-таки более покладистого, ответственного человека. Вам даже не обязательно быть, чтобы человек был романтичный. Либо вы этого хотите от себя, чтобы вы стали более спокойны и ответственны, да? Ну и больше доверяли. Если речь идет о том, что ваш человек вредный или вредная, то, конечно, вы хотели бы для себя более покладистого кого-то. Вот я говорю, ответственный, работящий человек, добрый, тот, который никогда не бросит трудной ситуации. Вот это рыцарь пентаклей, рыцарь колес.
Пусть даже медленно, но верно развивают отношения. Умеет денежки копить, денежки зарабатывать, да. То есть вы просто хотите спокойной жизни со спокойным человеком, на самом-то деле. Что говорит в пользу вашего расставания? 4 колес. Ну, в пользу вашего расставания на сейчас говорит то, что, во-первых, вы сбережете свое здоровье и свою энергию. Во-вторых, почему-то сбережете свое материальное имущество или деньги вообще, в принципе. Не знаю. Это сохраняет вам то ли доход, то ли деньги, то ли имущество. Вот интересно прям. Здоровье сохраняет физическое, да? И, ну, вот вашу энергию. Хорошо. Что говорит в пользу сохранения союза? Иерофант. Ну, то, что, может, вы уже женаты, и семья как ячейка общества должна быть сохранена, и все-таки нужно чтить брак, да, традиции, и понимать, что мы все даны друг другу не просто так, а для чего-то. Ну вот опять же, 4 колес. Допустим, если вы поставите человеку ультиматум, что мы расстаемся, он вот по этой карте может вас вцепиться, да, активироваться и сказать: нет, вот ты мне нужна или нужен очень сильно. То есть вы вызовете желание схватиться за вас. Такое тоже может быть. Но Иерофант говорит, что это на самом деле высокодуховный союз. Понимаете? Здесь люди все-таки испытывают друг другу чувства. И даже если это не брак, то это может быть брак. То есть что говорит в пользу сохранения союза? Если это не брак, то вы поженитесь. Это тоже польза. То есть, но вам нужно принимать ответственность за этого человека. Да? Если вот он особенно вреден, вам нужно принять ответственность, что вы будете жить с этой врединой, терпеть эту вредину и потихоньку приручать друг друга. Но вообще пажа мечей очень сложно приручить. Всегда будет подозрительный, колючий. Хорошо. Что следует сделать, чтобы стать счастливее? Королева кубков. Ну, королева кубков, по сути, показывает пока, что можно остаться в союзе и стать счастливее. Нужно научиться быть более покладистым тоже человеком, да, доверчивым. Когда ты доверчивый, тебе тоже доверяют, потому что видят, какой ты наивный и доверчивый. Вообще люди, у которых у самих нет такой подозрительности, и к ним нет сильной подозрительности, понимаете? То есть многие из нас сами вызывают желание нам не доверять. Да? И получается, королева кубков – это человек, нуждающийся в любви. Как быть счастливее, да? Ну, нуждаться в любви, дарить любовь. Быть прекраснее, быть красивее. Поработать над своей энергетикой. Она должна быть нежная и приятная. Когда ты даришь искреннюю любовь, даже любая колючка может почувствовать это, почувствовать вот эту искренность, понимаете? Здесь нужно налаживать очень сильный вот контакт друг с другом. Вот такой вот прям на эмоциональном, интуитивном уровне, понимаете? Нужно проявлять добро. Окончательный результат. Прогноз на полгода. Правосудие. Здесь можно остаться в браке или пожениться. Карты говорят, что пока стоит оставаться в союзе, но правосудие показывает, опять же, что человек свою вредность не оставит. Если вы вредный человек, вы еще пока не оставите свою вредность. И если вы в отношениях с очень трудным человеком, он свой характер за полгода не изменит, но вы можете быть в крепком союзе. То есть все зависит от того, что насколько вы этого человека любите. А я вижу, что все-таки чувства есть у вас обоих. Вот так. Поэтому здесь во второй позиции за то, чтобы оставаться пока в союзе. Ну, вот такой вот ответ по второй позиции. А мы с вами, я убираю карты обратно в колоду, идем к третьей позиции. Серо-коричневый бульдог. И первая карта – это как выглядит ситуация в союзе в настоящий момент. 10 мечей. Ну, если вы еще не расстались, то
как будто бы совсем какая-то катастрофическая ситуация, ведущая уже к расставанию или к полному отчаянию в отношениях. То есть отношения вызывают в вас обоих очень большие негативные чувства. Особенно отчаяние и невозможность что бы то ни было сделать. Что бы то ни было поменять, решить, улучшить. Кажется, что все пропало, провал, конец. Может быть, какая-то очень плохая ситуация произошла, в которой вы оба чувствуете полное поражение и провал. Но есть такой момент, что десятка мечей – это самое дно. С дна ямы путь только наверх. Помните об этом. То есть вот в данный момент, да, может быть и все плохо, но путь только наверх, только в улучшение должно быть. Ну, либо в расставание. Хорошо. Чего вы хотите для себя? Туз кубков. Вы хотите чувств, любви, эмоций, признания в любви, свиданий, хорошего отношения. Вы хотите, вот, чтобы эмоции через край были, и все положительные. Вы хотите изобилия, вы хотите прекрасных каких-то приятных событий, вы хотите приключений. Вот вы такой человек, скорее всего, очень эмоциональный и любите эмоции, любите чувства, и чтобы это все было приятным, положительным. Что говорит в пользу расставания? Повешенный. В пользу расставания говорит то, что ни через день, ни через два, ни через неделю, ни через месяц ничего не изменится. То есть идет отработка тяжелой кармы в отношениях, идет жертва. И именно подвешенная жертва – это вы. И чем больше вы будете так висеть, тем дольше вы будете понимать, что вот так просто ничего не поменяешь в этих отношениях. Да? То есть вам нужно, вот знаете, как осознать, что для того, чтобы что-то изменить, нужно делать что-то нестандартное. А здесь человек просто висит и просто принимает свою негативную карму, судьбу, и так может продолжаться чуть ли не вечность. То есть вы можете, если останетесь в отношениях, допустим, да, висеть, как жертва, вот годами. А в пользу расставания говорит то, что вы выйдете из этого состояния, да, и перестанете быть этой жертвой, подушечкой для битья там и так далее. Хорошо. Что говорит в пользу сохранения союза? У него вообще есть плюсы? Влюбленные. Но вот тут влюбленные в этой колоде, смотрите, это мужчина выбирает между двумя женщинами, да? Вот это очень интересно. Блондинка, брюнетка. Или мама, жена. То есть, ну, это у каждого свое. Вот смотрите, если вы останетесь в этом союзе, по сути, выберут вас, но выберут по сравнению с кем-то. С кем-то, кто с вами конкурировал, да? Неважно, мужчина вы или женщина. И влюбленные, конечно, говорят о том, что союз по сердцу. Вот несмотря на все испытания, союз вам по сердцу. То есть, типа, останешься с человеком, который тебе по сердцу, которого ты, типа, любишь. Что следует сделать, чтобы стать счастливее? Маг. Ну, брать жизнь в свои руки. Перестать быть повешенным, подвешенным. Перестать быть жертвой. А стараться что-то делать для своего счастья. То есть вы можете что оставаться в союзе, что не оставаться в союзе. А каждый день старайтесь делать то, что вам только нравится, и только делать для себя. Вы увидите, что эгоизм иногда это очень полезная вещь. Правда. То есть, когда человек любит себя, только себя, и делает каждый день себе кайф какой-то, да, в жизни, он становится более самодостаточным и более, ну, наглым, что ли, пробивным. То есть вас просто так-то на мякине потом уже не проведешь, да, чтобы вами пользоваться и помыкать, и чтобы вы были чьей-то подушечкой для битья. То есть жертвой вы точно перестанете быть, если каждый день будете делать что-то для себя хорошее. Заботьтесь о себе, да, заботьтесь. Вот маг, он всегда заботится о себе, о своем теле, о своем благополучии, о своем духовном развитии. Попробуйте вот так каждый день делать, вне зависимости, в союзе вы или нет. Вот и все. Окончательный результат. Прогноз на полгода. Расстанетесь, не расстанетесь и вообще вот. 13-й аркан. Ну, скорее всего, вы решите принять факт, что не стоит быть жертвой, да, и бросите этого человека, отпустите. Вот
13-й аркан, он показывает, что я отпускаю тебя, а ты делай, что хочешь. То есть вы его отпустите, этого человека, как говорится, иди на волю. Вот. А вот какая реакция будет у этого человека, да? 8 пентаклей, он начнет работать над собой, вообще в жизни работать. 10 пентаклей, потихоньку этот человек захочет быть с вами, но только когда вы себя полюбите. И, возможно, даже придет, но совсем в ином качестве, статусе, и будет вести себя совершенно иначе в отношениях. Вы уже будете на равных в отношениях, но сначала надо его отпустить. И вы сможете в ближайшие полгода просто взять и отпустить эти воджи. Просто взять и перестать его переделывать, а переделывать только себя. И ваш союз потом может продолжиться, но уже в очень совершенно в другом формате. По 10 колес в очень хорошем формате семейном. И взаимная любовь, да, и честность. Никаких там, не знаю, предательств и все такое. Ну, вот такой ответ по 3-й позиции. Иногда надо встряхивать таких людей и уметь их оставлять раз и навсегда. Даже выкидывать из своей головы, чтобы они очухивались, да, и возвращались. Вот. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.